Добрый вечер, дорогие друзья. Это, наверное, какой-то знак, я не знаю, это что приводит, что заставляет, что вы... Вот сразу... Я не знаю, почему люди пишут стихи. А вот в предисловии к своей книжке я написал, конечно, можно зачитать, нет? То есть, там просто лучше выражено, чем я сейчас скажу. Вот. В юности стихи вызывали у меня снисходительную усмешку. Как возможно быть правдивым, записывая свои чувства в столбик, в кавычках? Рифма, размер, тропы, ведь это все, как мне представлялось, нечто искусственное, а потому не может быть достоверным свидетельством переживаемого. Но именно большое чувство, однажды, как молния, поразившее меня, понудило взяться за перо. Почему-то стало необходимым обнаружить то, что я испытывал. И стихи стали появляться сами, как бы без моего участия. Подозреваю, любовь просадична в самой своей сущности, и поэзия есть вовсе не воплощение намерений пишущего, а необходимое свойство любви, нечто сопутствующее ей. В любви ты открываешь себя и мир. Познавательная напряженность, вызванная соприсутствием возлюбленной, заставляет дать новые имена тому, что тебя окружает и с тобой происходит. Любовь понуждает к стихам, к чистому тексту, в той мере, в какой ты эту чистоту себе представляешь, который текст способен противостоять кратковременности чувства, да и жизни в целом. Вот. Но здесь стихотворение... Я не знаю, почему люди пишут стихи. Честно. То есть задним числом ты можешь многое об этом сказать. Задним, когда они написаны. А когда они создаются, они идут то каким-то жутким потоком, одно за другим. У меня было вот среди этих книжечек есть маленькая, вот там красненькая книжечка наверху. Она называется «Малое приношение ангелу». То есть там сонеты, это сборник сонетов. Сонет, вы знаете, наверное, это сложная форма, достаточно сложная форма. Но вот эта книга была написана, я не знаю, в течение, наверное, я не знаю, там 2 недель или 3 недель, что-то вот таким вот образом. А иногда стихи совсем не идут. И я думаю, что это на самом деле здорово, потому что если они не идут, то или ты утратил свой дар, и тогда ты не будешь, понимаете, переживать по этому поводу, или, что еще вероятнее, наступает чувство пустоты,
в результате которого чувство вот этой пустоты, да, то есть это как бокал. Если там есть оставшееся вино, да, то наливать в него новое вино нет смысла, потому что испортится и то, и другое. А если бокал пуст, то вино, которое ты туда наливаешь, оно обладает всеми своими ароматами и так далее. То есть пустота необходима для того, чтобы, наверное, я не знаю как, у каждого, наверное, по-своему. Долго отвечал. Спасибо. Наверное, я хотела простого ответа. Круглого стола, нашей презентации. Хорошему другу тоже нашей библиотеки и другу Эдуарда Освальдовича. Фамилия Эдуард Валентинович, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чувашского государственного института культуры и искусств, член Союза журналистов Российской Федерации, заместитель главного редактора журнала «Этническая культура». Насколько я знаю, поэзией не увлекался, в смысле Нет, все... пробовал себя в поэзии? Да, конечно. Как все. Все пишут стихи, а потом отказываются, потому что Виталий Петрович Таньял нам говорил на занятиях на первом курсе по литературоведению. На первом курсе все филологи пишут стихи, но к 5-му курсу стихами уже не увлекается никто, потому что это очень сложно. Очень сложные условия, и сегодня в институте говорили про стихи, в частности, про пантарифму, когда очень строгие ограничения. Еще мы с вами знаем, что Александр Пушкин в начале, в первой половине XIX века говорил, что рифмы страшно ограничивают поэзию, мысль, и если вы напишете камень, то обязательно напрашивается рифму пламень. Так, очень сложно начать разговор про Эдуарда Освальдовича, но, тем не менее, у меня было немного времени подготовиться, почитать саму книгу и почитать его биографию. И мне кажется, биографию нужно зачитать. Итак, основные биографические данные. 66-75 годы прошлого века, обучение в средней школе номер 16. Служба в рядах Советской армии в 1976-1978 годах, в 1979-1985 обучение в Чувашском университете имени Ульяновой и затем в Чувашском педагогическом тогда институте имени Яковлева. В 1982 году рабочей геодезической партии Треста Горьков Тизис. В 1982-1983 воспитатель в вспомогательной школе-интернате поселка Красногородская Псковской области. 84-90-е годы, учитель русского языка и литературы в школах 14-20 в городе Чебоксара. 90-93 годы, аспирантура при Московском областном педагогическом институте. Тема научной работы Ахматова, первый период творчества. 92-93 работа над киносценарием «Призрак нежный», посвященным жизни и творчеству Александра Пушкина. Голливуд, Москва, объединение кино «Ай». 92-94, главный редактор в издательстве «Медиум» и «Русика». 95-98, журналистская работа в еженедельниках «Экран» и «Сцена», «Почтовый курьер», а также на канале «Чебоксар ТВ». Автор ведущий передачи «Вечерний гость», гений кино. 98 год, заведующий литературной частью Русского драматического театра. 98-й. По настоящее время директор и художественный руководитель Чебоксарского городского творческого учреждения театра ГАДО. 2008-2018 преподаватель, затем доцент кафедры литературы и культурологии Педагогического университета имени Яковлева. В 2009 году защита диссертации на соискание ученой степени кандидата философских наук в Казанском государственном университете культуры и искусства, философская культурологическая конфигурация дискурса, фотография. В 2010 году вступление в Союз фотохудожников России, в 2011-2019 годах руководитель Центра визуальной антропологии при Педагогическом университете имени Яковлева. С 2012 года по настоящее время председатель республиканского фотоклуба «Открытая диафрагма». С 2018 года по настоящее время доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Чувашского института культуры и искусств.
В 2019 году диплом по специальности режиссер кино и телевидения. И с 2019 года руководитель лаборатории образов и текстов в Институте культуры нашей республики. Ну и далее. Эдуард Освальдович уже начал зачитывать предисловие, но я тоже хочу кое-что почитать из предисловия. Потому что слог очень понравился, и он очень интертекстуально откликается с творчеством известных и признанных писателей. Лет 15 назад в одном из московских издательств под весьма прозаичным псевдонимом Эдуард Освальд вышла книга «Прозрачным». Вышла книга стихотворений «Тень Эвридики». Судьба тиража довольно большого для стихотворного сборника мне неизвестна. Книга присутствует в Озоне, но попытки ее заказать бессмысленно, нет в наличии. Эвридика повторила судьбу моего первого большого сборника иноязычия, изданного подобным же тиражом. Найти его и вовсе невозможно. У меня сохранился один единственный экземпляр, и то лишь потому, что он надписан моим знаменитым другом, художником Виктором Бритвином, оформившим издание. Вот польза автографов. Другие же мои стихи, стихотворные книги Иллирий, таганрогские строфы, бумажные шарики, малое приношение ангелу, темная родина были изданы в небольшом количестве и также практически недосягаемы. Я решил выпустить новую книгу, собрав в нее стихотворения, связанные с любовной тематикой. Вообще, поэзию человек придумал для того, чтобы общаться с богами. И для того, чтобы общаться с высшими силами, обыденная речь была недостойна, и человек придумал рифму, ритм. А поэзия двойственно обусловлена любовью ко всему прочему. Ну и я очень боюсь заниматься литературной критикой, литературоведением, потому что литературоведы в Чувашии очень любят, когда в поле литературоведения приходят чужие люди. Но, тем не менее, кое-какие мысли о творчестве Эдуарда Освальдовича могу высказать, не боясь того, что меня закидают камнями наши ученые. Я имею право ошибиться. Итак, здесь можно спросить у Эдуарда Освальдовича, это общий вопрос с Татьяной Александровной. Почему в вашей поэзии очень много слова «кажется» и «желтое»? Я не думал об этом, честное слово. Ну, со стороны виднее. Ну, наверное, я буду это иметь в виду. Надо будет табу придумать на эти слова. Так, и другой вопрос. Графическое сопровождение вашей поэзии. Почему иногда возникает рисунок, который ведет перекличку с содержанием ваших стихов? Наверное, это японская традиция. Я шучу на самом деле. Просто там в этой книге помимо рифмованных стихотворений есть несколько верлибров. Некоторые из них отражены в книжке «Бумажные шарики», а некоторые написаны позднее и публикуются, может быть, впервые. Вот. Да, там просто верлибр, понимаете, верлибр строится не... То есть считается, что верлибр – это более легкая форма поэзии. На самом деле это не так. На самом деле стихотворение без рифмы и размера написать гораздо сложнее, если вообще вопрос о сложности стоит. То есть там получается так, что в этом верлибре, настоящем верлибре, синтаксис и деление на стихи, на строки подчинено, то есть оно более, что ли, безусловно, да, ну, на мой взгляд, во всяком случае. Вот, и, собственно, никакой другой графики нет. Я хотел, конечно, я планирую, сейчас я выдам тайны, если хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я хочу издать большую книгу стихотворений, там порядка 650 страниц, и я хотел бы, чтобы каждый раздел был украшен какими-то иллюстрациями. Вот. Я даже знаю, к кому обратиться, вопрос, кто будет финансировать это издание, вот, и так далее. Вот и все, наверное.
Ну, вообще сейчас не время поэзии. Обычно издатели отказываются даже рассматривать рукописи, если они узнают, что новый автор принес сборник стихов. Но мне кажется, Эдуард Освальдович Кранк в этом плане исключение из общего правила. Я хочу просто прочитать некоторые стихи. Они небольшие, но очень приятные. Стихотворение на 14 странице «Окно». В доме напротив ночь напролет пылает окно неизменно. Склоняясь над тетрадью, старательно женщина пишет. Что напишет, не знаю. Кто она, тоже не знаю. Но кажется, если погаснет окно, я что-то утрачу. Ну, поскольку я знаю некоторые подробности из жизни Эдуарда Освальдовича и представляю даже, в каком доме, в каком окне, может быть, эта женщина работает над тетрадью. И лишь другое стихотворение уже на 25-й странице называется «Каннибализм», неожиданно. И без соблюдения правил русской орфографии и пунктуации, в отличие от Геннадия Айги, здесь все понятно, можно не разбираться в авторе, подробно знать его биографию. А для того, чтобы понять Айги, необходимо знать его биографию и вообще все, что происходило в момент написания этого стихотворения. И мы должны быть благодарны Леону Рабелю, который написал замечательную книгу Айги на французском языке, а потом эта книга была издана в Москве, потому что это ключ к пониманию Айги. Вот что касается Эдуарда Освальдовича, есть какие-то параллели, но что радует, можно быстро понять, что имел автор в виду. Итак, каннибализм. «Я съел твою душу, как всякий день, съедая душу других людей, кусочками или залпом, ничего не оставляя им взамен, кроме стихов, от которых так мало проку». Другое стихотворение на 30-й странице. Прохожий. Вы носите желтую юбку и черную блузку, цвета измен и похорон. И это красиво. Ну, стихотворение на 127 странице. Возникает какая-то новая нежность, как в вынужденном браке с вечно любимой. И что хорошо, наверное, когда отсутствуют знаки препинания, можно их поставить там, где хочется поставить. Да. Ну и я хотел бы, наверное, передать слово уже другому человеку, нашему другу института, Национальной библиотеки Эдуарда Освальдовича. Это Дмитрию Донскову. Дмитрий Валерьевич, просим вас выступить. Я скажу. Спиши-ка. Ну вот я Эдуарда Освальдовича знаю дольше, чем вы все. Рискну предположить. Да? Да? Не совсем так. Ну некоторые, мне кажется, тогда еще не родились. Да? Я только приехал в Чувашию на 2 месяца, это было 23 года назад, и тут же познакомился, значит, с Эдуардом. У меня была идея, что я плохо говорю, а мне нужно было как-то подправить эту способность к говорению. Да? Я думал, что мне помогут значит, люди, у которых есть театр. Ну, в общем, в результате как-то это забылось, когда мы начали общаться, эта идея забылась. Но мне быстро сказал, что нормально ты говоришь. Вот, и мы с тех пор как-то, в общем-то, творчески взаимодействовали. Мне нравилось и нравится то, чем Эдуард занимается. Значит, представитель Национальной библиотеки забыл еще одну грань, по-моему, да, связанную с фотографией, или вы сказали? Сказали, да? Ага. Ну, то есть это такой тоже значимый пласт, да. А я вот, взяв книгу, да, то есть открыл и понял, что этот стих прям надо прочитать, потому что это, мне это очень отзывается. Это же про любовь все, да? Ты хочешь властвовать? Пожалуй, владей как хочешь, но меня влечет свободы призрак алый, а не глухая западня убогой страсти. Будь собою, кем хочешь будь, а мне пора, за призраком, как за судьбою, такая у меня игра.
Не стынь в напрасном сожалении и не беснуйся, злотая. Еще одно стихотворение, и жизнь оправдана твоя. Ну, в общем, давно наблюдаю, давно читаю, да, то есть не все понимаю, да, то есть, например, вот в этом стихе на 127 странице, да, все-таки вот этот вот момент по поводу новой нежности, как в вынужденном браке, да, то есть новая нежность с вечно любимой, но в вынужденном браке, да, это как-то заставляет задуматься, да. Стесняюсь спросить, но явно это вызывает какие-то, значит, какие-то размышления. Да. Поэтому мне Бог не дал, например, такой вот способности писать стихи, творить таким образом. Да. Я в хорошем смысле завидую, да, то есть этому бережному, такому чуткому отношению к слову, способности формулировать сложные мысли, да, то есть на протяжении лет, так вот деликатно, в основном без мата, да, как-то вот это все меня это удивляет. Я считаю, Владимир Владимирович, что вы у нас вступили в эпоху такого мужского могущества, оно приходится на возраст от 60 до 80 лет в основном, да, соответственно, я считаю, что надо, в общем-то, продолжать творить, да, соответственно, как-то открываться, раскрываться, обучать людей этому дару слова, да, бережному отношению к слову, вообще способности четко, ясно, красиво формулировать то, что на душе, то, что хочется сказать. Да, это очень ценно. Вот, поэтому вы важный человек для этой республики, этого мира, да, своей семьи, Национальной библиотеки, для меня лично. Поэтому я хочу, в общем-то, пожелать всему вашему такому творческому пути. Я считаю, что, в общем-то, все это время вы готовились, да, то есть готовились к какой-то такой мировой славе, да, наверное. Соответственно, когда-то должен сыграть сценарий гениального фильма, да, когда-то, ибо чувствуется искренность и энергия в ваших словах, да. И вот я в общем, я прям чувствую, что это время подошло. Поэтому очень здорово, что у нас с вами такой Эдуард Освальдович есть. Поэтому вы, молодежь, напитывайтесь, учитесь. Да? Не всякий так может, я хочу сказать. Да? Вот. Человек занимается философией, будет доктором наук, да ведь? Ну, я надеюсь, Бог даст. Хотя это не обязательно. Но ведь что дает философия? Философия дает ответ на вопрос «зачем?». То, чего, в общем-то, начисто лишена система образования в целом у нас. Да? То есть у нас вроде бы мы даем профессию, и вроде бы этого достаточно. Да? А философия, она, в общем-то, собственно, идет к истокам. И когда философ умеет еще вот так вот в своем поиске смысла, он умеет пользоваться словом, ну, это я хочу сказать, не каждый философ может. Да? Поэтому вот это такой редкий дар, соответственно, я считаю, надо вставать будет вам, Владимир Владимирович, в какой-то вот один ряд с Бодрияром, да, значит, я не знаю, может быть, да, ну, с какими-то выдающимися философами современности и прошлого. Так что вперед и вверх, в добрый путь, мы с вами. Вот. Спасибо. Хочется аплодировать, да? А вы аплодируете? Потому что человек-то выдающийся, я хочу сказать. Очень люблю принимать участие, когда это возможно, в подобного рода мероприятиях, потому что нужно говорить только хорошие слова. И сегодня как раз такой день. И здесь я должен сказать, что Эдуард Освальдович денно и ночно, круглый год находится на рабочем месте. И это, может, даже не вопрос, а предположение, каким образом столько книг можно написать за все время. Ну, Дмитрий Валерьевич вот знает, когда меня пригласили в Институт культуры, как-то предшествовал этому какой-то странный такой диалог, сначала виртуальный, а потом реальный диалог, связанный с тем, что
Я сказал: Дмитрий Валерьевич, мне 60 лет, ну сколько можно ждать, понимаете, и так далее. Вот. И Дмитрий Валерьевич ничего лучше не придумал, как познакомил меня с ректором нашего института, который пригласил меня работать. Ну, так как-то вышло. То есть у меня был какой-то студент в педуниверситете, который писал стихи. И как-то он показал мне свои стихи, я серьезно к этому отнесся, я сказал: вот здесь хорошо, а здесь не очень. Он говорит: это не имеет значения, мне надо сделать поэтическую карьеру. Я говорю: вы не к тому человеку обратились, понимаете? То есть, ну какая может быть карьера у поэта? Поэт — это, мне кажется, судьба. То есть есть судьба, она есть, она тебя тащит, она тебя ведет, ну, тащит больше за волосы. Как-то какое-то насилие ты в этом отношении ощущаешь. Вот. Поскольку пишу я стихи давно, и не только стихи, сейчас и там 2 книги прозы у меня готовы к изданию, ну, не знаю, когда это все и на что издавать, вот. То есть я просто собираю урожай. Недавно в одном из писем своему корреспонденту, связанную с выходом книжки, человек меня спросил: а что, если не пишется, то это значит не настоящее влечение к поэзии? Вот я отчасти уже на этот вопрос ответил. Я стал смотреть какую-то свою переписку и вдруг обнаружил, что не далее как там 2 месяца назад я кому-то отправил стихотворение, которое написал вот непосредственно перед этим. То есть вот так вот как-то. Я, знаете, что хочу сказать? Я хочу поблагодарить моего брата Вадима и его дочь, мою племянницу Анну, которые взяли на себя великодушный труд по финансированию этого издания. Да, я им чрезвычайно признателен. И вообще мне как-то везет, не сильно, но везет. Вот, к сожалению, Лев, видимо, Можайко не смог подъехать или что-то его задержало, но он собирался приехать. Вот книжка, которая выдвигалась на государственную премию, пьесы, она была субсидирована, то есть профинансирована вот когда-то давнишним моим учеником, у которого я был учителем только 1 год всего, выпускной. Вот. А здесь я спросил брата: Вадик, говорю я, у тебя много знакомых среди бизнесменов, может быть, кого-то интересуют стихи о любви? Да. А он мне ответил: я сам это профинансирую. Это было очень приятно, я говорю, как великодушно и так далее. Спасибо ему. Спасибо вам. И, извините. Ну, от вас сложно устать. Да. Ко всему прочему, хочется спросить про издателя. Для Чебоксара это очень необычно, чтобы книга была издана в Москве. И я вижу в выходных данных книги, что вы ссылаетесь на издательский проект «Рукопись». Это название издательства? Да, оказывается, название все-таки издательства. Да, вижу. И что меня еще интересует, кажется, очень невероятным. Мы с вами знаем, что все крупные издательства находятся в Москве, чуть ли не 80% всех издательств России. На 29 мая вот эта книга «Среди любви» значится под номером заказа 22 024. Как вам удалось выйти на так... Нет, 22 000. 24-я книга. Да, хорошо. Итак, поскольку мы тоже заинтересованы издавать свои книги в хороших издательствах, в том числе в Москве, у нас такой интерес возникает, как вы вышли на это издательство, как с ними работали, и как им удалось сделать такую замечательную книжку? Я не знаю, честно скажу. Не помню, как я с ними познакомился. Не помню. Наверное, человек мне написал. Его зовут Николай Владимирович Нехаев, который руководит этим издательством.
Оно печатает книги какими-то небольшими тиражами. Мне очень понравилось название «Рукопись». Мне нравится слово «рукопись» гораздо больше, чем литература. Да? И я обратился к ним, отослал свою книжку и так далее. Еще первую. Тексты о Пушкине, вот, по-моему, с нее мы начали печатать. Потом вышла дифирамб Цветаевой, и очень для меня важно. Ну и та, и другая. Все книги, наверное, важны для меня по-разному, но очень. Вот. А недавно, а как у них такой заказ, я не знаю. То есть я спрашиваю, какой номер заказа поставить на макете. Они мне говорят, номер заказа такой-то. Я говорю, хорошо, я ставлю номер заказа, который мне высылается. Вы не задумывались, а мне, как преподавателю на направлении подготовки библиотечная информационная деятельность... Ну, я это только просто веду сразу. литературу на этой специальности. История, теория, литература. Я, знаете, что хотел бы, кстати, сказать? То есть я пользуюсь случаем, вот буквально на днях пришла еще одна книжка, которая мне очень дорога, и которая тоже писалась несколько лет, на самом деле. Это книга киносценариев. Называется она «Город на другом берегу». Здесь 15 киносценариев, вот, и которая вот-вот недавно появилась. Она идет как творческая монография от имени нашего института, но издательство здесь рукопись, да. Вот. Если кому-то интересно, милости прошу. С моей стороны, наверное, журналистский, несколько провокативный вопрос. Кем вы себя считаете? Поэтом, переводчиком, писателем? Философ? Я себя считаю человеком. Я думаю, человек это вообще, ну, наверное, как человеком, мужчиной, ну, как-то отцом, мужем, преподавателем. Кем я себя считаю? Я не знаю, кто я. Это Бог, наверное, знает, кто я. Да? И я думаю, может быть, поэзия вообще это способ. По-моему, вы даже сказали об этом, да? Построение диалога человека с Богом. А, да. Была такая идея. Я думаю, знаете, жил-был такой Аврелий Августин, он написал потрясающий трактат о Граде Божьем, где он говорит, что есть Град Божий и есть Град земной. По-латински не буду говорить, по-русски скажу. Вот, но которые не связаны друг с другом. Правда, иногда через церковь что-то происходит, какой-то контакт между этими двумя градами. Я думаю, что поэзия может быть вот что-то вроде этой церкви. Но не факт, что это, что то, что ты делаешь здесь, дойдет до каких-то верховных сфер. Я думаю, что это вообще вопрос, ну, я не знаю. Человек не должен об этом думать. Он должен делать то, что он делает, мне кажется. Вот у тебя есть замысел какой-то, делай его. Вот. Если он плохой, тебе скажут, что это замысел плохой. Прислушайся к этому. Если ты все-таки уверен, что замысел твой верен, ну тогда да воплощай его и прислушайся к тому, что сказано, и ступай дальше. И тогда, может быть, что-то произойдет. Я не знаю. Здесь это сфера не человеческого как бы рассуждения, да, не человеческой рефлексии. Это рефлексия, наверное, другого существа. Эдуард Усольдович, в вашей семье кто-нибудь еще пишет стихи? Мы с Левой, с моим сыном, иногда сочиняем. Можете прочитать что-нибудь? Нет. Самое лучшее, что он придумал, это в 3 года он мне сказал, я что-то нервничал за рулем, мы куда-то ехали на прогулку, и он мне сказал: папа, не волнуйся, может быть, это только игра. Понимаете, лучшего стихотворения я не знаю. Так, ну, наверное, вы знаете, каким образом на телевидении появился такой жанр, как ток-шоу. Журналист опаздывал на прямой эфир, и вместо журналиста передачу, беседу начал вести оператор. И когда он задал несколько вопросов, он понял, что у него больше нет, а передача должна идти. И он сказал: мои вопросы иссякли, может быть, у зрителей есть какие-нибудь вопросы. Итак, я вынужден, я должен просто вам задать этот вопрос. Может быть, у кого-нибудь есть вопросы, Эдуард Усольдович? Только надо как-то микрофон туда поставить, да? Мы можем повторить
повторите ваш вопрос, чтобы этот вопрос записался. Нет, они студенты института, группа поддержки Эдуарда Освальдовича. У них есть другая возможность прямо на занятии обсудить некоторые вопросы. Включить, да. Эдуард Освальдович, какой есть сверхзамысел? Вот такой вот прямо, то, чего прямо вот надо точно сделать в творчестве. Ну, понятно, и там вот что-то идет, там, сонету, книжку написали за 3 недели там, или за неделю, да, то есть, ну, оно как понятно, подключились к матрице, и оно там само собой как-то там происходит. Дар такой есть, подключаться. А вот то, что вот есть ощущение какой-то неизбежности чего-то такого вот большого, полезного, доброго, вечного, да, что вот точно надо сделать. Есть ли такое? Ну, это... Вопрос, конечно, интересный, сложный. И в предисловии там, вот к этой книжке, кстати, было сказано, там где-то я, извините, неприлично цитировать самого себя, ну давайте я по-другому просто это скажу. Ты занимаешься тем, это знаете, как в обычной жизни. Вот тебе вот надо там сходить к дантисту, ты идешь к дантисту. Тебе надо там записать дочь на прием к врачу или сына, ты идешь, записываешься, идешь на прием и так далее. И здесь, наверное, такие же действуют вещи. Другое дело, что они, может быть, не всем людям как-то... Не для, ну, я не знаю, я не хочу себя выделять ни в коем случае. Мне кажется, обычно, вот в юности у меня была такая идея, то есть я вырос в семье атеистов, где не читали. Как-то я увлекся Библией после 10 класса, у кого-то мне на какое-то время небольшое дали под страшной тайной Библию, Священное Писание. И то, что я там прочитал, прежде всего, и то, что связано с Новым Заветом, с Христом, в один прекрасный миг, я не знаю, как это произошло, представилось следующим образом. То есть я понял, что вот Христос – это вот прохожий. Я не знаю, понятно я говорю, нет. Вот, и, то есть в нем живет Бог, да? Если в нем живет Бог, то он ни выше, ни ниже тебя, надо просто, наверное, увидеть, как он там живет. И когда, это мне мысль, очень простая на самом деле мысль, она меня поразила. У Шервуда Андерсона, такого замечательного американского писателя, в его сборнике «Уайнсбург», легендарный сборник «Уайнсбург Огайо», есть рассказ, который, по-моему, называется «Философ». Он о враче, который лишен патента в силу своей ненормальности, что ли, или необычности и так далее. К нему приходит такой сквозной герой, к нему домой, они беседуют, и при прощании, небольшая беседа, при прощании этот философ говорит: знаете что, я думаю все время одну и ту же мысль. Какую, спрашивает Джордж Уиллард, а это сквозной герой, что каждый из нас Христос, и каждого распинают. Может быть, я ушел в какие-то далекие сферы, отвечая на ваш вопрос, но вот какого-то замысла я не знаю. Вот, я стал писать пьесы, предложил, и долго отвечаю, нет, нормально. Я предложил пьесу там в театр Ермоловой. Это был, собственно, тогда киносценарий. Человек, который отвечал за литературную часть, сказал, что эта пьеса очень хороша. Я не буду сейчас хвастаться, потому что там очень хорошее было определение, такое очень лестное для меня во всяком случае. Ну, я приехал в Чебоксары, вышли деньги, я приехал в Чебоксары и обратился в театр русский драматический, вот, и так далее. И стал писать пьесы для театра. Когда я понял, что русский драматический, никакой другой театр в Чебоксарах не поставит мои пьесы, я тогда
решил сделать это сам. Я организовал свое собственное учреждение, которое называется «Театр Годо». И мы сделали за 20 лет, там 6 или 7 тысяч показов было. Разделите на количество дней. То есть это было очень мощное, хотя очень маленький коллектив, но деятельность наша была очень серьезна. Потом пришел ко мне какой-то человек в театр, сказал, давайте откроем студию, да, видеостудию или киностудию. Человек малодостойный, на самом деле, как потом оказалось, но неважно. То есть я увидел, что есть человек, у меня уже был небольшой, 3 больших сценария было написано в Москве, пока я учился в аспирантуре. Давайте. Я стал придумывать короткометражное кино. Да, кинематограф, вот я вот здесь об этом как раз говорю, там есть большая вступительная статья на 20 страниц, которая может быть расценена как даже какое-то пособие по сценарному мастерству. Вот. И я стал писать, и это близкие вещи драматургии в кино, то есть она, конечно, отличается, и драматургия в театре. Я называю это 2 как бы стволами одного дерева, что ли, если можно так сказать. Вот. Потом я смотрю, как живут кругом люди. Да, я очень ироничное существо, так сказать. Извините меня, может, это не видно, но я так иногда меня тянет, так сказать, как-то остро отозваться на те или иные события или на поступки того или другого человека. И я подумал, вот сюжет, вот рассказ, да. А если их несколько, этих поступков, этих людей, это еще интереснее. Вот роман, я начинаю писать роман, понимаете, и так далее. То есть вот таким вот образом. А какого-то замысла я не думаю. Вопрос смысла, это я для себя давно как бы решил. Смысла он не в компетенции человека. Где-то там, если он есть смысл, значит он есть, если его нет, ну его и нету. Хотя недавно меня очень сильно потрясла мысль, сейчас страшную вещь скажу, что смысла нет вообще, понимаете, ни в чем, ни в творчестве, ни в любви, ни в чем. Эдуард Освальдович, Да, вы не извините. одиноки. Да, но я не хотел бы так думать. Нет, Это есть меня очень сильно ранило. основатель 3-й психологической школы Виктор Франкл, который говорит, что тоже нет смысла, но чтобы был смысл какой-то, чтобы жить, необходимо эти смыслы придумывать. Так, а я не знаю, есть ли вопросы или нет вопросов. Может быть, в таком случае мы будем завершать. Ну и в таком случае я весьма благодарен Национальной библиотеке Эдуарду Освальдовичу и всем, кто пришел и кто приходит на эти презентации книг Эдуарда Освальдовича, потому что мы здесь уже собираемся в 3-й или в 4-й раз. И дай Бог, чтобы так было и дальше. Спасибо библиотеке, спасибо вам, Эдуард Валентинович, спасибо Дмитрий Валерьевич, спасибо всем. Спасибо Славе, вот Слава очень помогал делать видео. Мы хотели эту книжку расположить на Планета.ру, да, собрать на нее деньги. Вот. Просто отвалился у нас руководитель проекта, но очень много отсняли. И вот Слава, наш студент и оператор ГТРК Чувашия, принимал самое активное участие в съемках. Спасибо, Слава. Материалы остались, да, надо как-то их смонтировать. Я просто уже не мог, вернее, даже не я, а поскольку эта книжка прошла ученый совет, и институт ей присвоил там АСБН, и меня заведующий библиотеки говорит, она меня просто, как-то мне сказал, мы же вам дали и АСБН, и ученый совет прошел полгода назад, почему вы эту книгу не издаете? Я вот не стал ждать и выяснять отношения, я просто снял деньги и послал их издателю. Все, да. Спасибо. Спасибо. Да, я тебе хочу пожелать, чтобы вы говорите, что вам везет, чтобы вам везло во всех отношениях, от всей души. Спасибо.
Да, наверное. Если хочешь насмешить Бога, скажите, что тебе везет, да? Да. Да, новая интерпретация. Можно записать в виде верлибра. Да. Спасибо всем. Я думаю, вы не очень сильно скучали. Да. Спасибо.